Роман тоже аз қосылады. Бұйырса, средний сұрауларға да қызықты сұрауларға, қызықты темаларға жауап берген әрекет қылабыз. Роман, Рома, қанша жүремін Ромаға? Қандай алып жүремін? Онымен жүремін. Бияқтан жүремін қазір. Рома, подключайся, брат, я тебя жду. О, здорово, брат. Приветствую, брат. Приветствую. Рад видеть, приветствую всех. Взаимно. Да, как дела? Как видно меня хорошо? Как слышно? Слышно, видно тоже отлично. Отлично. Всех приветствую. Весь братский народ Киргизии, всех болельщиков, всех любителей борьбы. Приветствую, очень рад сегодня участвовать в этой беседе, братской беседе. Да, для меня тоже огромная честь среди таких зрителей общаться с тобой и обсуждать все темы, которые интересуют наших болельщиков. Я думаю, будет интересный эфир. Да, все правильно, Акжол. Давай начнем с самого начала. Как у нас возникла с тобой идея, как мы пришли к тому, что не только мы с тобой, но и многие любители борьбы стали писать мне, и я думаю, тебе, когда встретится Акжол с Романом. Это началось, по-моему, еще до Олимпийских игр. Да? У меня только один вопрос, Рома, пожалуйста. Давай. Извиняюсь. Скажи, пожалуйста, это многим очень интересно, когда ты узнал обо мне? Когда вот ты узнал, что я Акжол Махмудов, такой борец из Кыргызстана? Вот это самый интересующий вопрос, пока я не забыл, да? Хорошо, брат, хорошо. Вообще, в принципе, что хочется сказать, что в Киргизии борьба очень сильно развита. И как только ты стал побеждать, твое имя фигурировало практически везде. То есть, когда я помню, ты в 69 килограмм выиграл, по-моему, Азию среди кадетов. Потом практически в одну калитку ты стал победителем первенства мира по кадетам. Вот буквально во всех пабликах твои видео я видел, твои броски. Твои броски были украшением всех страничек, и тогда уже мне стали поступать сообщения. Вот придет такой Акжол и, как говорит, наваляет тебе, да? Я в 2016 году, да, брат? Нет, это было гораздо раньше. Это было в 2016 году. Нет, писали, когда ты вот кадетом, когда ты мир выиграл, вот тогда уже начали писать мне. Вот, но как бы я так смотрел, думаю, ну пусть пацан растет, и ты рос, шел, я как бы следил за тобой, видел, что там где-то ты проигрывал, где-то не все у тебя получалось, но все равно планомерно шел к своей цели. И что я хотел сказать, что в Киргизии борьба на таком уровне, что очень большая поддержка у вас. У тебя всегда была огромная аудитория. Я думаю, тоже это главная составляющая твоего успеха. Это сегодняшние твои болельщики и сегодняшние те люди, которые искренне всей душой болеют за тебя. И сегодняшние успехи они также разделяют вместе с тобой. И также все эти люди, вот все эти годы писали и мне. Может быть, я не знаю, видел ты, не видел, но я постоянно получал сообщения. Вот Акжол наш. Да, брат, я тоже постоянно замечаю. Многие еще начали в 2018 году, когда я еще боролся до 72 килограмм. Когда я, правда, не смог тебе создать конкуренцию, я думаю, с уважением, конечно, отношусь, но я думаю, сейчас, на данный момент, я могу вполне устроить зрелищную схватку, я могу создать конкуренцию. Если брать с 2018 года, я сейчас что морально, что физически хорошо добавил, я думаю. И нам есть что показать зрителям борьбы, да? Олимпийские игры показали, что ты один из сильнейших борцов в мире. Ты боролся уникально, ты боролся великолепно. Я, честно говоря, в финал, когда ты вышел, я думал, что вот кураж, вот эта молодость, она тебе поможет, и ты станешь олимпийским чемпионом. Буквально 1 балл тебе не хватило, чтобы ты стал олимпийским чемпионом, но я думаю, что серебряная медаль – это тоже большая история. Я хочу еще раз, хоть и прошло уже 3-4 месяца, но я еще раз хочу поздравить и тебя, и весь киргизский народ, уйгуров, киргизов с таким достижением. Ты уже являешься великим борцом, и от этого еще слаще будет выиграть у тебя. Спасибо, брат, очень приятно. Я думаю, насчет вот этого тоже я вспомнил. Ты, Роман, сказал, что ты умрешь, но не проиграешь. Я думаю, никто от этого не застрахован. Мой тренер сказал, что каждый может проиграть. Возможно, я думаю, мы тоже с тренерами подготовимся. Тем более, если у нас в Бишкеке пройдет схватка,
я люблю атмосферу, когда много народов, когда много болельщиков. И в пользу случая я хотел бы сказать, от моих фанатов, болельщиков тоже очень многое зависит, когда они меня поддерживают, когда я чувствую их поддержку, это для меня очень важную роль играет. Так что я тоже готов умереть на Ты ковре правильно. ради победы. Хорошие ты слова сказал. Знаешь, что главное в борьбе, я считаю, вот по прошествию своей карьеры, что не страшно проиграть, страшно не выйти на битву, страшно Да. испугаться, страшно отсидеться. Я не боюсь проиграть, я не боюсь умереть на ковре. Если я выйду с ковра, все отдам, я пойму, что я все отдал. И даже если руку поднимут тебе, у меня не будет угрызений совести, я буду знать, что да, сегодня ты сильнее, и значит, мне нужно еще больше тренироваться, значит, мне нужно еще тщательнее относиться к борьбе. Поэтому, брат, это вызов для меня тоже, потому что ты знаешь, что я не попал на Олимпиаду. Многие спрашивают, для нас мотивация, для тебя, для меня это схватка. Для меня это схватка, я честно признаюсь, это больше, чем просто встреча. Это как чемпионат мира, как Олимпийские игры. Я хочу доказать себе и всем, что заслуживал выступать на Олимпийских играх. И учитывая, что ты сегодня стал без 2, без 3 минут, ты, можешь сказать, олимпийский чемпион, призер Олимпийских игр, в 1 балл ты проиграл, Лоренс закончил со своей карьерой, вот, и ты, можешь сказать, вот, главный сейчас такой, вот, на моем пути, главная звезда, главный чемпион, от которого я испытаю максимальное удовольствие, если мне вот удастся победить. Это я не только себе докажу, но я докажу всем, что все сделали ошибку, что не взяли меня на Олимпийские игры. Поэтому настрой у меня будет максимальный, как на чемпионат Европы, мира, Олимпиад. Для меня это часть истории моей спортивной карьеры. Я знаю, что все не вечно, и рано или поздно всему приходит конец. Возможно, мне не так много осталось. И вот к этой схватке я отнесусь так, как к Олимпийским играм. Расскажи, что для тебя наша с тобой схватка. Я думаю, именно наша с тобой встреча очень, очень долгожданная встреча. Я думаю, ты как вне зависимости от дивизиона являешься одним из лучших борцов мира. Это для меня будет огромной честью у нас провести эту схватку среди сотни тысяч зрителей. Я думаю, мы устроим хорошее зрелище. И, Рома, ты знаешь сам, насколько я амбициозен на эту схватку, насколько у меня горит желание, чтобы выиграть тебя. И насчет трештока. Многие спрашивают, почему вы не делаете трешток, почему нету негатива. Я хотел сказать, да, в принципе, можно было бы сделать трешток. Ну, зачем? У нас наша наш вид спорта это является классика, да? И олимпийский вид спорта, я думаю, мы не нуждаемся в трештоке. И тем более ты самый культурный и очень такой образованный, начитанный. И я вполне уважаю тебя. Даже я не смогу себе представить, как я буду трещать на твой адрес. И нас как воспитывали наши родители, наши тренера. Борьба вообще с чего начинается? Борьба начинается с крепкого рукопожатия. Согласись, Рома? Красавчик. Борьба начинается с крепкого рукопожатия, и нас всегда воспитывали, чтобы мы уважали соперников. Уважение соперников превыше всего. И наши тренера на сегодняшний день тоже. Вот мы как раз сегодня обсуждали схватку, когда и где, в каком формате проведем, как раз за столом, чтобы всем было интересно. Мы здесь сегодня обсуждали все вопросы. И я думаю, только уважение, Рома. Огромное уважение Желтый. команды, которые за нами следят, молодое поколение, брали хороший пример от нас. Чтобы понимали, что самое ценное это уважение, а не всякий там трешток, чтобы привлечь внимание других, которые не заинтересованы. Пусть смотрят схватку все, которые заинтересованы, а мы будем делать свое, да? И мы не нуждаемся в трештоке. Да, мужчина, я хочу сказать спасибо не только тебе, но и твоим родителям, твоему тренеру за такие правильные слова. Ты сегодня по праву являешься примером не только в своей стране, но и во всем мире. Ты очень хорошие слова сейчас сказал, что борьба – это традиционный вид спорта, золотыми буквами вписан в историю спорта, с такими традициями, с колоссальными, с историями. Мы не имеем права скатываться туда, где хайп, где вот эти все сегодняшние, так сказать, аудитория, куда сегодня стремится. У нас есть лицо, у нас есть традиция, у нас есть
сила поколений, так скажем, связь поколений. Да, Да, поэтому не имеем права оскорблять друг друга, тем более Киргизия, Россия. Мы должны показать, что насколько братские мы народы в лице наших с тобой болельщиков. Мы должны, наоборот, объединять путем нашей схватки, нашего соперничества, мы должны объединять наши народы. Вот да, это поэтому, будет идеально. да, трэш-ток в нашем виде спорта. Я думаю, что, знаешь, Тем более не с что, тобой. Тришток я бы смог сделать хоть каким-то другим отцом, но не с тобой. Да. знаешь, что трэш-ток, допустим, для меня, это вот комментарии. Ну вот болельщики, которые за нас болеют, мне очень много пишут, Акжол тебя порвет, Акжол тебя там, вот такие вещи. Я понимаю, что эти люди, они пойдут с тобой до конца, и я принимаю все эти слова, и они меня мотивируют. Вот это, я считаю, и для тебя тоже, если там где-то ты считаешь, что Власов сильнее, опытнее, или там, ну, что ты проиграешь ему, я думаю, тебя тоже вот это мотивирует. Поэтому вот эта история еще актуальна. А друг друга искать, вот как говорится, иголку в сене, да, нет смысла, потому что мы все протаптываем своим трудом. Сколько тебе усилий нужно было, чтобы зайти на олимпийский пьедестал? Я видел все твои проблемы, колено, операция в Германии, проигрыши, как ты нашим спортсменам проиграл на турнирах, как долго ты шел, буквально вот поймал ты волну лицензия и подготовился к Олимпиаде, и стрельнула. До этого у тебя была черная полоса, и сколько трудов тебе потребовалось, чтобы... у меня язык не повернется сказать плохое слово про тебя, только хорошее, только уважение. Вот, но на ковре, вот когда мы окажемся вот на ковре, естественно, это будет больше, чем схватка. Это будет противостояние молодости в лице тебя, молодость, но уже репутации. Ты уже с репутацией, с титулами. Ну, про себя не буду говорить. Я скажу лишь, что опыт и как бы я уже в солидном возрасте, у меня достаточно большая история, 7 чемпионатов мира, 2 Олимпиады, 4 у меня олимпийский цикл, поэтому это будет противостояние еще разных школ. У тебя школа, ты борец неординарный, ты борец очень яркий, ты идешь в борьбу, с тобой интересно бороться, ты принимаешь захваты. Таких у меня еще не было. Да. Рома, я что хочу сказать, конечно, блин, это... Я чуть волнуюсь, если честно сказать, Ничего, потому ничего, что, ничего, все нормально. да, как подошел к Олимпиаде, у меня, правда, были очень много проблем, но это естественные проблемы, которые у каждого спортсмена встречаются на пути к Олимпийским играм, да. И я прекрасно понимал, что каждый спортсмен должен пройти через это. Спорт без травм не бывает, ты сам знаешь, Рома. У тебя сколько травм было? Я всегда хотел тебя поблагодарить и хотел, чтобы все знали, какой ты подход сделал на тот момент. На тот момент ты был рядом, брат, это для меня очень ценно. Ты сказал, что готов пригласить меня в Новосибирск и полностью операцию оплатить и встретить меня на высшем уровне. Это для меня был э, самые теплые, такие самые родные, скажем, моменты, которые я никогда в жизни не забуду, потому что мало кто готов был такие ответственности брать на себя. Но у нас все получилось отлично. Наша федерация, наши большие тоже в стороне не стояли. Международный олимпийский комитет тоже. Ну, не международный, национальный олимпийский комитет. Все поддерживали, и тренера, и, конечно же, мой отец всегда был рядом. Мой отец меня воспитывал. Были моменты, когда я дома лежал и думал, может, все, может, это не мое. Но отец всегда твердил мне, что именно Токио, не то, что Париж, не Лос-Анджелес, именно Токио. Хотя мало вероятности было, что я могу попасть туда, не то, что оказаться на пьедестале. И мои друзья, я думаю, меня окружали самые хорошие, самые нужные люди, которые желали только мне добра. И, соответственно, я тоже к ним относился очень достойно, уважаю их. Я думаю, не сломался я. Из-за этого я дошел туда, куда я хотел. Так, каждый мог бы сломаться на пути в таких преградах, да? Ты дошел как лев, и я тебе хочу сказать, что одно дело, когда ты дошел туда, а другое дело поведение после того, когда ты стал вот на эту ступеньку. Какие хорошие ты сделал поступки после Олимпийских игр. Какая хорошая была акция у тебя с трико, как ты выставил ее, заработал на этом денег и отдал благотворительности. Это еще больше тебя характеризует с самой чистой стороны. За это тебе
за это тебя еще больше люди уважают, что ты вот такой, всегда таким оставайся. И я предлагаю перейти к вопросам, которые люди потратили время, написали нам вопросы. Давай сначала мы с тобой ответим. Еще у меня лично, вот у меня есть к тебе вопросы, много у меня вопросов. Но давай мы сначала уделим внимание нашей с тобой большой аудитории, нашим болельщикам. Так, первый вопрос. Какие пары, вот, которые были бы интересны, это задал Маскевич, есть такой борец, сегодня уже серебряный призер чемпионата мира, один из ярчайших борцов, у него великолепный задний пояс, я думаю, что он должен и обязан бороться вот на таком спортивном событии. Лично мне было бы интересно, если бы он поборолся с Беленюком, я не знаю, вот будет продолжать Жан Беленюк или нет, но эта встреча, мне кажется, была бы особо интересна, потому что Маскевич набирает, Беленюк сегодня уже олимпийский чемпион. Как тебе эта схватка? Я буду болеть за Беленюка, потому что он очень такой, выглядит очень маленьким для 87 килограмма. И что мне нравится в Беленюке, он очень хорошо стоит в партере, потому что я не видел, ну, правда, пару раз, по-моему, его кто-то накатил, но в основном он всем оставил, что на Олимпийских играх, что на чемпионате мира в Астане. Очень нравится его ведение борьбы, и я буду болеть за Беленюка. Так что Маскевич, не обижайся, я тоже уважаю, ты молодой, конечно, выиграл. Когда выиграл Кубок мира, я был восхищен твоей борьбой, но мне больше всего нравится Беленюк, как он ведет, контролирует схватку, и я думаю, было бы, да, интересная схватка. Да, и мы сегодня еще обсуждаем это, потому что в рамке нашего большого события, в рамке нашей схватки мы не можем одни выйти и побороться. Я думаю, что будут организаторы рассматривать еще пары сегодняшних лидеров, люди, которые заслуживают, которые протоптали, так сказать, своими успехами вот путь к лидерским позициям в мире, и заслуживают вот такие схватки, которые, безусловно, будут продвигать нас не только вот, титулы, там, материальная где-то сторона, но и информационно, медийная. Это очень хорошая медийная история. И я думаю, что мы сможем показать, что борцы тоже могут проводить не хуже, а может быть даже и лучше шоу, чем сегодня вот, внимание приковано к боям. Вот, поэтому для нас это тоже вызов. Это огромное спортивное событие, которое привлечет огромное внимание. И дети пойдут в спортивные залы, я уверен, после вот этих противостояний. Поэтому максимально сделаны, я думаю, вот максимально организаторы постараются сделать звездные пары, чтобы боролись. Вот по мне, вот Беленюк, Маскевич, как я это вижу, герои Баррера, мне почему-то очень встреча интересна. Герой стал олимпийским чемпионом, Баррера просто безупречно выиграл чемпионат мира в Султане. Как-то так получилось, что в Токио он вообще не подошел. Не совпали, да. Да, и Жаламан, естественно, тоже представитель. Да, Киргизии, тоже очень достойный борец. Кубок мира он в 2019 великолепно выиграл. Призер чемпионата мира крайнего. И Виктор Чабану, тоже сегодня уже чемпион мира. Тоже хорошая встреча. Вот по мне, вот эти три встречи, они сегодня интересны болельщикам. Скажи, на твой взгляд, также, какие бы ты противостояния хотел бы видеть? Да, я думаю, в принципе, можно было бы составить карт, чтобы люди были довольны, потому что если мы будем бороться с тобой, это 6 минут, грубо 10 минут, можно сказать, мы будем находиться на ковре, и это очень мало будет, даже если Джаламана добавим. Я думаю, минимум где-то 5-6 схваток мы должны организовать. Мы насчет этого сегодня как раз тоже обсудили эти вопросы. Я думаю, в скором времени мы уже составим карт. То есть мы посоветуемся с тренерами и с организацией. Организатор у нас вполне серьезный. Он берет на себя очень большую ответственность. И я думаю, у нас получится грандиозный, очень такой праздник. Я думаю, надолго запомнится это людям. Я больше всего хочу, чтобы турнир состоялся в Бишкеке, потому что я помню, как я выиграл чемпионат Азии в Бишкеке. Я помню, как ты у нас в Бишкеке проиграл. Бишкек это для тебя не самая хорошая локация. Нет, самая хорошая. Зря. Я сейчас расскажу, почему. Сейчас ты все договорил? Не, я хочу сказать, что ты здесь проигрывал. Я думаю, тебе здесь не везет почему-то, да, и
А мне, наоборот, здесь всегда везет, и я чемпионат Азии выиграл. Тогда тоже был молодость против опыта. Я тогда боролся с Джадраевым. Он был призер чемпионата мира среди мужиков, а я на тот момент боролся впервые по мужикам, и я выиграл его. Я думаю, для меня будет это огромной честью выступать, когда на меня смотрит мой народ и мои болельщики в том числе. Я думаю, даже у нас, у кыргызов, есть твои фанаты огромные, которые мне пишут, и я очень слабый, я еще не готов, что даже конкуренцию не могу создать. Так что у тебя тоже здесь очень много фанатов, которые яростно болеют за тебя. Но я думаю, для меня это будет самая такая локация, что удобно и что уверенно я буду себя чувствовать здесь. А ты как думаешь насчет этого? Давай все по порядку. Насчет Азии, да, тогда уже, когда ты 72 килограмма выиграл Жадраева, я уже тогда пристально за тобой следил, потому что я знал, что это крайне твой старт, ты придешь 77. Вообще, в принципе, я все эти годы старался прощупывать и прочитывать соперника еще до выхода на ковер с ним, поэтому я видел, какая схватка у вас была, по-моему, 5 или 4 ты выиграл. Великолепно. 6-8. Да, да, я помню, что было бедро, что ты пропустил задний пояс, сделал бедро, но потом пропустил, потом догнал. В общем, волевая очень встреча, и тогда просто взорвался зал. В Бишкеке тогда просто кипело все. Я видел, насколько заряжена атмосфера, и, конечно же, в такой атмосфере я тоже выступал, если помнишь, в Турции, в Стамбуле, Да. с Турцеби, да, поэтому мне тоже близка эта ситуация, и у меня иммунитет вот, даже если весь зал против меня болеет, это наоборот мне лучше, вот, это ответ тебе на вопрос по поводу зала и по поводу болельщиков. Вот, насчет того, что я боролся в Киргизии, и насчет того, что мне не везет в Киргизии, я отвечу так, наоборот, самая большая база, которую я заложил в своей карьере, это была база в Киргизии, на Иссыкуле. Я тренировался там дважды по 3 недели. А вы знаете, какое питание, как встречают гостеприимно. Я набрал вес, я креп. Я увидел невероятную красоту на Иссыкуле. Холодное озеро, холодное, чистейшее озеро, великолепные горы, питание. Это просто невероятно было путешествие для меня. Я думаю, что и твои болельщики, и аудитория знает, что я не из богатой семьи, поэтому для меня такие поездки, они были как воздух мне нужны, потому что дома у меня не было иногда покушать. А вот на сборах я всегда набирал. И для меня Иссык-Куль запомнился тем, что я килограмм 5-6 набирал и приезжал, помимо того, что я там пахал, набирал базу, я приезжал совершенно другим уже спортсменом. Вот, поэтому Я очень надеюсь, что мы тебя в этот раз отвезем да. еще. Воспоминания останутся у тебя. Да, насчет турнира я стал вторым. Это тоже, у меня было 6 встреч в один день. Учитывая развитие борьбы в Киргизии, у меня, по-моему, было 50 или 60 участников. Турнир назывался Mobile, как-то Mobile. Вот, и проиграл я, по-моему, есть такой у вас спортсмен, не помню фамилию, но помню, что его назвали Алкаш, не знаю почему. Вот, да, он очень, очень талантливый был, я не знаю, видимо, так жизнь сложилась, что он не стал бороться, но тогда он большие надежды возлагал, видимо, в какой-то момент понял, что борьба не главное. Что случилось? Я что-то не понял. Это, видимо, от того, что большого количества смотрящих видео наши, которые подключились, видимо, у нас неполадки, но ничего страшного. Да, я извиняюсь. Можно продолжить, да? Да, на чем мы остановились? Вот турнир Mobile, да, мы разговаривали, Да. по-моему? Да, давай я договорю про то, что Киргизия для меня большая такая, так сказать, история в моей жизни, и у меня очень много друзей оттуда. У нас в Новосибирске, я думаю, ты был, есть уйгурская кухня, там наши большие друзья, Хамид такая, и много-много-много его друзей, вот, поэтому всегда, когда я к нему прихожу, мы всегда обсуждаем про тебя, про киргизский народ, про борьбу, то есть я всегда в курсе новостей, что происходит в борьбе, в сборной команде, какие у вас успехи по кадетам, по молодежи, то есть все знаю. Более того, скажу, недавно кадетская сборная проезжала через Новосибирск, они заехали, да, я их увидел, сводил их в зал, когда был в Новосибирске, то есть на самом деле Киргизия для меня особое место, и я с радостью, с большой гордостью, радостью еще раз туда вернусь, и я думаю, что мы в рамках этой схватки мы можем очень много хороших дел там сделать, проведем большой мастер-класс, объездим все школы, соберем всех борцов, какие есть, и я уверен, что это даст огромный толчок в развитии великорусской борьбы. Кстати, это что-то новое.
Я даже об этом не знал, это будет бомба. Многие хотят этого, особенно я, в том числе я хочу присутствовать в твоем мастер-классе. Я тоже очень хотел бы узнать, поделиться с тобой, с твоим опытом. Так что было бы очень идеально, если мы смогли бы вот это сделать. И я думаю, еще пресс-конференцию нужно добавить, чтобы перед схваткой. Как ты думаешь, у нас? Давай мы с тобой еще объявим болельщикам такую информацию, что что мы очень серьезно подходим к нашей схватке, и если вдруг какие-то будут организационные вопросы, проблемы, Россия тоже очень рада будет принять такого большого борца, как ты, такого большого спортсмена. Многие люди мне пишут, готовы организовать встречу. Вот. И если что-то пойдет не так, в Москве, в Новосибирске, Владивосток очень много людей отозвались, и для каждого из них эта схватка – это больше, чем просто событие. Это огромный спортивный праздник. Поэтому схватка в любом случае состоится, будь то в Бишкеке, в Москве. Мы объявим буквально, когда мы объявим Акжол. Я думаю, локации мы должны в Бишкеке. Я очень хочу, чтобы в Бишкеке прошла эта схватка. И я думаю, у нас все получится с организацией. Потому что, Я тоже. да, я очень надеюсь, что у нас все получится. Так что, конечно, если всякое бывает, но если какие-то непонятки или, допустим, проблемы возникнут, то есть Москва, Новосибирск всегда готова провести турнир, да? Да, я хочу еще сказать для всех болельщиков, для всех, кто сегодня тренируется в Москве, в столице нашей, Акжол приедет к нам в январе. Вот, поэтому я думаю, что будет правильно, если мы в Москве. Вообще надо сказать, что Акжол приезжает тренироваться, что мы сделаем хороший лагерь, что мы потренируемся, еще раз обговорим все нюансы, поделаем вместе ОФП, вместе подготовимся, вместе станем сильнее. Я Акжола пригласил, и Акжол согласился где-то примерно после январских праздников. Акжол сразу приедет в Москву. Я тоже думаю, что будет правильно в Москве в каком-нибудь зале собрать младших детишек и провести большой мастер-класс, провести такое теплое общение. Вот Поэтому вот такая предварительная информация. Акжол Да, я Махмудов думаю, едет в это Россию. для нас очень много значит, потому что, как все знают, как, наверное, ты тоже знаешь, что у нас, то есть наши соотечественники очень, очень много живущих иммигранты в Москве, то есть Москва как бы считается уже 8-м регионом Кыргызстана, там очень много наших соотечественников. Я думаю, будет очень братский, теплый такой мастер-класс, чтобы не было никаких там межнациональных проблем. Думаю, наоборот, мы сделаем такой пример, что мы братский народ. Потому что, Все правильно, Акжол. Чтобы ты знал, что... чтоб нас тоже там уважали. Я знаю там более миллионов наших соотечественников, и Москва слезам не верит. Так что хочу, В чтобы их Москве всегда к уважением относились к ним. И у нас тоже немало русских, и наша страна тем ценится. У нас в стране нету такого, чтобы кто-то, ну, грубо говоря, у нас в стране нету трайбализма, да? Все гостеприимные, все рады видеть гостей. И мы, я думаю, покажем уровень нашего гостеприимства, когда мы встретимся, брат. Когда мы встретимся у нас в Бишкеке, да, организуем дату, когда мы поставим, и я думаю, вполне хорошем уровне можем мы вас встретить. Это очень хорошие ты сейчас слова сказал. Действительно, наша с тобой история, она помимо противостояния, помимо двух таких имен громких, это объединение народов. Да, В брат. Москве Там я важно, особо один из ощущаю. самых важных моментов. В Москве я особо ощущаю то, что тебя очень многие люди любят и ждут всегда в гости в Москве. Когда я куда-то прихожу или я встречаю киргизов, уйгуров, все говорят: Акжол, 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 там, наш герой. Все гордятся сопричастностью с твоими успехами и гордятся, что являются твоей нацией, когда мы жили в твоей в одном городе с тобой где-то. В общем, какую-то связь с тобой имели. Вот поэтому это больше, чем просто схватка. Вот. Да. И я хочу сказать, что в России, помимо киргизов и уйгуров, тебя очень много любят.
русских, татарин, якутов. У нас очень многонациональная страна, и Да, многие люди тебя любят, и неважно, какой нации, я уверен, наш с тобой мастер-класс в Москве соберет очень много народу, потому что очень много людей, которые преследуют цели подняться на вот этот пьедестал, добиться больших высот, а ты сегодня являешься символом не только борьбы в своей стране, но и вообще в мире. Вот поэтому я уверен, что это будет большой резонанс вызовет, и многие люди с радостью придут и впитают, так сказать, энергию да, твоего брат, пути. я готов. Да. Да, поэтому Только надо сказать, что Россия тебя ждет, в России тебя уважает, в России тебя любят. очень приятно. И Не да, я знал, очень, правда, об очень, этом. да, я очень, очень жду тебя сам. Потренироваться с тобой для меня тоже огромная радость, потому что для каждого спортсмена важна аура. Аура тренировочная. Недавно, кстати, у меня был Тамерлан Шадукаев, это тоже хороший очень парень. Сегодня он на Казахстане взял серебро, на чемпионате мира мы с ним боролись. Прошли с ним хороший очень лагерь, тоже очень довольный. Он уехал, и вот возможно, он тоже присоединится к нам. Посмотрим. Да. Вот, в любом случае, Я двери. что хотел сказать, многие, очень многие, оказывается, думают, что схватка уже состоится где-то через 15-20 дней, максимум месяц. Многие думают, что уже должна состояться схватка. Но я думаю, где-то ближе к лету, я думаю, да, будет идеально. Май, середина, Да, май надо месяц. объявить о том, что схватка будет апрель-май, потому что это идеально и для тебя, и для меня. У меня сборов не будет. У нас чемпионат Европы в марте, потом у нас будет как раз перерыв будет, и у тебя будет Азия в Да, марте. я думаю, вполне было бы идеально в мае, где-то к концу мая, если организовать, потому что организаторы тоже должны некие вопросы обсудить между собой, они тоже хотят грандиозно подготовиться, подойти к этому. Я думаю, будет идеально май для нас, да? Да, май-апрель будет идеально, идеально. Май-апрель, да, как раз потом, вот потом пойдет вот эта подготовка к чемпионату мира, потом будем готовиться направленно, вот поэтому май-апрель самое идеальное. Но я хочу сказать, что для меня схватка с тобой это как чемпионат мира. Это будет. Я буду готовиться как в последний раз. И еще раз хочу сказать, что для меня это возможность доказать себе, что я достоин был Олимпиады. Вот. И, Вообще, я конечно, когда все. узнал, что ты не попал на Олимпиаду, это было очень обидно. Ну, я вполне уважаю Шихиркина, он тоже очень достойный. Я с ним не раз еще общался, и у нас был тренировочные схватки, и он очень такой достойный человек, что душа у него, что самовоспитание. И, ну, я больше всего хотел увидеть тебя на Олимпийских играх, так как наша схватка была принципиальной для всех болельщиков. И я хотел больше всего доказать там, что вполне могу создать конкуренцию. Красавчик. Я тебе честно скажу, что я тоже на тебя настраивался и думал, что мы с тобой выйдем в финал там. Но у Бога свои планы, ты же знаешь, брат, что у нас в спорте есть черные, есть белые полосы, есть падения, есть взлеты. В этом году Бог мне подарил сына, я стал чемпионом мира, поэтому грех Да. жаловаться, все нормально. А ты правильно сказал, что Саша Чехиркин это очень достойный парень сегодня, он является уже тренером сборной команды. И А? это, да, сегодня он является, да, То есть он ответственным за завершил вес своей. карьеру, да? Да, он завершил карьеру и стал тренером сборной команды. И сегодня он является вот таким примером. Сборная команда ведет молодых и, точнее, всех спортсменов, которые здесь есть, помогает, поддерживает. У него колоссальный опыт. И, конечно же, такой человек должен быть в борьбе. Он до последнего должен передавать свой опыт. Поэтому так сложилось. Тренеры решили вести его, значит, он был на тот момент сильнее. Вот, но мы привыкли все доказывать на ковре, поэтому, опять же, повторюсь, что для меня схватка с тобой – это еще раз подтверждение того, что я тоже заслуживал выступать на Олимпийских играх. Вот, давай я тебе задам свой вопрос. Можно? Конечно. Да. Я знаю, что у тебя нелегкая судьба в твоей жизни. Отец тебя воспитывал один, да? Как так случилось? И сложно ли было? Вот почему я это спрашиваю. Меня мама воспитывала тоже одна. И я знаю, что это очень непросто, когда нету родителей. Вот мне всегда не хватало моего отца. Как тебя отец один воспитывал? Что он тебе говорил? Как он вот выживал все равно уже один? Это не так просто мать. Она есть мать, она всегда самое святое, самое дорогое, что у нас есть. Расскажи про свое детство. Да, брат, на самом деле это один из самых трогательных моментов, трогательный вопрос такой. Ничего не хочу негативно говорить. Но я могу сказать, что мой отец герой, он
мой отец очень достойный. Он, он не дал нам ощущать те ощущения, которые э, якобы мы остались без внимания, без материнских вниманий. У нас всегда было достаток в семье, что отец старался, чтобы мы не ощущали вот этот дискомфорт, и нас всегда воспитывала физическая наша. Потому что это, получается, сестра моего отца, она нас воспитывала, и мы таких тяжелых, ну, особо у нас не было такого, чтобы мы не ощущали материнского тепла, да, то есть у нас в семье, что у моих братьев, что у сестер всегда в этом плане было отлично. Я сейчас вот как раз начал замечать, что я вырос, в принципе, без матери, но я не ощущал вот эти дискомфорты. Я вообще нигде и никому на этот вопрос не отвечал, потому что это личное. Я всегда хочу, чтобы личное оставалось личным. Ну, брат, я тебя очень уважаю. И, правда, самый неожиданный вопрос был. И я думаю, я вырос, меня вырастили достойно. Я вполне достаточной семье был. Я учился в хороших школах, меня одевали тепло, меня кормили всегда, у нас была своя крыша всегда, и я думаю, мне жаловаться не к чему, да? Мой отец герой, мой отец воспитал меня. Все, что во мне хорошее, это можно увидеть в моем отце, а все, что плохое я сам научился. Я где-то научился, может, у кого-то научился, но отец меня ни к чему не учил, чтобы людям это не нравился. Отец даже мне вчера сказал, если завтра ты выйдешь в прямой эфир, ни в коем случае такого не делай, чтобы грубо там высказывался или еще что-то там. Он старше тебя на 9 год. Он мне вот так предупредил вчера. Сказал, не смей даже там голос повышать на него. Я думал, может, где-то могу допустить, да, такие негативы, но, оказывается, это с моей стороны очень некультурно, и мой отец меня воспитывал всегда, чтобы из-за меня не было никому стыдно. То есть, если я сейчас выскажу что-то не так или еще что-то там неправильно сделаю, это не только меня касается, это касается моих родных, это касается моих тренеров. Так что у меня большая ответственность. Так что я не могу там, что хотел, и то поделать. А насчет того, что как я вырос, у меня все было отлично. Мой отец воспитал меня, я в садик ходил, в лучшие садики, в лучшие школы, учился в гимназии, и не было у меня недостатков. Я думаю, мой отец герой, мой отец меня воспитал достойно. Я, пользуясь случаем, хочу сказать моему отцу огромное спасибо за такое воспитание, за то, что он всегда верил в меня, хотя я сейчас так представляю, насколько ему было тяжело. Да, нас 5 в семье, а он и всех нас воспитывал, всех нас кормил, и это, кажется, очень тяжело. Я вот где-то может, 2-3 года назад это осознал, что он через многое прошел, чтобы сохранить нашу семью. Только одно слово у меня на языке сейчас мужчина. Мужчина, ты такой мужчина. Вот таким ты вырос, и огромное спасибо твоему отцу. Дай Бог ему здоровья. То, что спрашивать, не спрашивать про это, что это лично. Мне кажется, что люди должны это знать, потому что много-много детей, которые сегодня, много родителей, которые или мужчина бросил женщину, или что-то случилось с женщиной. Поэтому дети порой остаются с одним родителем, и всем тяжело. А ты сегодня являешься примером, когда в лишних условиях, в плане, что всегда не хватает тепла, там где-то мне отцовского не хватало, тебе материнского. Но несмотря на это мы стали сильнее от этого, и наше, так сказать, упоение в борьбе, упоение в своем любимом деле. Поэтому, мне кажется, тиражировать эту историю надо, и с тебя сегодня все берут пример. Поэтому ты вырос таким сильным, поэтому ты вырос таким правильным во всем. И сегодня являешься вот настолько максимально востребованным, скажем. Я только горжусь, что у меня есть такой младший друг, братишка. Ты всегда можешь на меня рассчитывать.
Я рад, что многое с тобой объединяет, и мы скоро с тобой встретимся на ковре. Достойный сын своего народа. Вот только вот эти у меня слова на Да, устах. я думаю, мы вполне вот это соответствуем вот этим словам, которые 6 минут мы можем, в принципе, друг друга возненавидеть там на ковре. После 6 минут мы, конечно, окажемся вне зависимости от победы. В какой стороне будет победа, я буду тебя уважать. И ты не представляешь, насколько огромная, насколько это для меня большая честь с тобой поделиться вот этот ковер и доказать всему миру, что Кыргызстан и школа кыргызской борьбы является одним из самых лучших школ. Я хочу доказать это всему миру. Я думаю, наша схватка будет самым таким грандиозным событием в спорте, в истории борьбы. Красавчик. Да, я тоже думаю, большое событие. И Это будет для меня праздник, брат. какой прием будешь делать? Рома, ты на партер не рассчитывай. Рома, я тебе так скажу, на партер не рассчитывай. Я думаю, стойки все закончится. До партера я не доведу. Многие мне пишут, якобы у кыргызов партер слабый. Именно защита. Я думаю, до партера я не доведу. Я не пойду в захват. Я знаю, что это лезешь в левый крест. Я не пойду с тобой в захват. Я что вправо, что влево, мне без разницы. Самый главный захват. То, что как Лорис боролся, контролировал всегда схватку, он мне даже не дал захват. Да. А если я зайду в захват, это уже будет совсем другое. Да. Это будет интереснейшее противостояние, возможно, одно из самых интересных в моей жизни, да и в твоей, может быть. Я не знаю, как потом мы с тобой. Да, мы с тобой еще сядем. Это. Я уверен, что борьба закончится всегда. Всегда будем жить, как бы ни было. Будем всегда вспоминать. Не знаю, встретимся мы с тобой после этой встречи еще раз или нет, но уважать мы друг друга, я думаю, с тобой всегда будем. И независимо, кто победит, обнимемся, поблагодарим болельщиков. Появилась вот такая идея, Рома. Как ты думаешь насчет вот этого? Вне зависимости от побед, после схватки, может, мы еще раз устроим схватку у тебя, то есть в России. Видишь, как? А всякое возможно, что трилогия у нас будет в Париже. Да, вот эта история, наверное, более актуальна, потому что неизвестно, захочешь ли ты или я выходить еще раз на ковер, если счет будет большой. Поэтому, брат, давай мы с тобой отборемся, вот, а там мы посмотрим. В любом случае, если, я уверен, встреча будет жесточайшая и все будет решаться в последний момент. В любом случае зрители захотят видеть еще и еще. А почему не давать зрителям такое зрелище, если мы имеем возможность, если мы в силах? И это же не всегда будет. Это же не всегда будет звон. А насколько это масштабное событие, которое привлекает большое внимание. Еще раз хочу повториться, что выигрывает от этого только борьба, развитие борьбы, дружба народов и маленькие дети, которые посмотрят на нас, придут на мастер-класс, придут на эту встречу и скажут: я хочу быть как Жол Махмудов, хочу стать таким же, как он, или как Власов. Да, поэтому это главная победа всей нашей истории. Мы еще можем очень много доброе дело делать, помимо этого. Да. Тут много возможностей, чтобы помочь нуждающимся. Я знаю, как ты помогаешь, и ты знаешь, как я за это держусь крепко. Да. Я думаю, мы можем масштабно что-то придумать. Ты сам знаешь, у нас в стране, что и в России, что у нас в стране очень много нуждающихся. Мы можем кому-то сделать очень тепло. Да, ты прав. Все в наших силах. Все в наших силах. И если мы это не будем делать, то это делать не будет никто, потому что с нас берут пример. И сегодня мы являемся таким лицом, можно сказать, греко-римской борьбы в России, в мире. Поэтому мы должны все это дело максимально делать заметней. Еще один вопрос у меня. Что ты можешь сказать нашему дивизиону, вне зависимости от любых стран? Что ты можешь в общем сказать, которые борются в нашем дивизионе? Ты имеешь в виду нашей категории, да? Да, нашей категории. Чтобы все знали, что ты можешь им сказать
Чего они? чемпионат мира, я выиграл чемпионат мира. Прошла Олимпиада, ты стал серебряным призером. 1 балл ты, 1 балл не хватил. Лорен завязал. По сути, мы с тобой являемся сегодня лидерами веса вдвоем. На чемпионате мира конкуренция сильнейшая. 77. Ты знаешь, никогда не было проходных схваток. Вот всегда мне говорят, какой чемпионат сложнее или какая схватка. Да у нас нет такого, у нас каждый старт 77, это всегда как последний раз. Никогда не было зеленки, никогда не было проходных каких-то встреч, поэтому всегда нужно умирать на ковре. И если ты не готов умереть на ковре, значит, надо заканчивать. Вот. Что я хочу сказать, что конкуренция – двигатель всех процессов. Пока есть конкуренция, мы будем расти. Слава Богу, что сегодня есть у нас конкуренция. Я желаю всем, думаю, чтобы... среди взрослых, среди мужчин я еще такого значимого после, если не считать там азиатские игры и олимпийские игры, я такого ничего значимых результатов не показал еще, что в рейтинговых турнирах, что на чемпионате Азии, на чемпионате мира. Я выступил до 77 килограмм только на азиатских играх и на Олимпиаде, получается. И я думаю, такого значимого ничего не сделал именно в нашем дивизионе. Но я хочу сказать, да, в нашем дивизионе. Я иду за всеми за вами. Я акула. Опасайтесь. Да, не только. Я хочу всему дивизиону сказать, что есть акула. И он очень голодный. Знаешь, когда это в полной мере заявил ты о себе? Знаешь, когда ты заявил о себе, когда в полной мере я увидел в тебе не просто борца, а, как ты говоришь, акулу, да? Когда ты выиграл у корейца Ким Хон Вон, это моего постоянного соперника, когда ты у него выиграл, я понял, что ты очень сильно вырос, тогда ты был на таких, да, вот такая форма у тебя была хорошая, что тогда ты большую опасность для всех представлял. А уже если говорить про Олимпиаду, какой ты жребий прошел, какие-то тяжелые встречи вытащил. Конечно, что говорить, один из сильнейших борцов мира сегодня. Я хочу тебе пожелать к тому, что ты сказал, что есть акула. Я думаю, все уже знают, что есть такой борец, как ты, и представляет который огромную угрозу. Я желаю тебе оставаться голодным, потому что голод – это главный двигатель. Как только спортсмен впадает в состояние успокоения, праздности, все, результат проходит. Поэтому я желаю тебе оставаться голодным до побед. Желаю тебе всегда быть мотивированным. Я знаю, что в Киргизии не так много олимпийских чемпионов, но много очень сильных борцов. И Бегалеев, и Тунбаев. Да, это очень достойные борцы. Вот я хочу, чтобы ты поставил себе такую планку, чтобы стать недосягаемым в Киргизии, чтобы стал ты олимпийским чемпионом, двукратным олимпийским чемпионом, чтобы ты не успокаивался после завоевания медали призера Олимпиады, что у тебя возможности, они безграничны. Так мне сказал Сан Саныч Карин, когда первую Олимпиаду выиграл. Он сказал, все, говорит, у нас олимпийский чемпион есть, теперь тратов намного меньше, это уже другая история. Вот поэтому я тоже хочу тебе сказать, что у тебя все только начинается, если у меня не так много времени осталось, и поэтому я очень ценю время, проведенное в борьбе. Я хочу тебе сказать, что годы в борьбе, они самые лучшие тебе и всем, кто нас смотрит, что действительно по-настоящему я счастлив в борьбе, и годы в борьбе, они самые лучшие. Нет ничего лучше, когда ты являешься первым номером своей страны, представляешь свою страну, когда поднимается флаг. Вот поэтому я хочу пожелать тебе, Акжол, чтобы ты как можно больше собрал титулов и как можно больше сотворил правильно. Очень приятно, у меня мурашки по коже. Да. Я, знаешь, Рома, что хочу сказать. Я, в принципе, да, всегда был сытым. Что меня движет, знаешь, больше всего? У меня жажда к победе. Знаешь, мне без разницы. Я в шашки играю, в бильярд или в теннис. Я всегда хочу побеждать. Везде хочу побеждать. У меня, понимаешь, жажда... Я тебя перебью, ладно? Да. Перебью тебя. Мы с тобой в Москве обязательно сходим в боулинг. Обязательно мы сходим на картинг. Обязательно мы с тобой в настольный теннис поиграем. Во что мы еще с тобой? Да, и тогда мы общий счет... Кто выиграл? Да, и тогда мы общий счет посчитаем и скажем, я не уступлю тебе нигде. Такая история, да. Поэтому готовься, Акжол. Москва ждет тебя, Россия тебя ждет.
Я уверен, что мы сделаем большое, грандиозное событие в России сейчас, в Москве, когда ты приедешь. Я не хотел тебе говорить, хотел сюрпризом объявить это сегодня. Ты можешь стать свидетелем, что я тебе ничего не говорил, но знаешь, что я тоже готовлюсь к твоему приезду. В Москве очень много людей ждут тебя, соберем мы, и мы сделаем такой большой, классный мастер-класс, да, объемный и самое полезное, что люди по-настоящему заряжаются. Я думаю, там народу соберется больше нас, чем наших Да, кыргызских народов. Москва. Москва. Вот хоть я тебе и сказал, что борьба не развивается в Москве, но залы полные, я тренируюсь в Химках, это недалеко от Москвы, ну, в принципе, вот это Москва, но это на окраине, вот, но зал там очень хороший, там очень много приезжих и очень большая конкуренция, это самое главное, то есть все ребята, они в полной мере оценят значимость того события, что ты будешь в зале, вот, поэтому я думаю, что в зале вот в этом места не будет, когда ты приедешь. Поэтому знай, что в России тебя ждут. В январе Ажол Махмудов будет в России. Это я еще раз специально говорю. И мы с тобой сделаем огромный мастер-класс. А апрель-май – это уже главное наше с тобой событие. Мы будем с тобой бороться. Да, нам очень приятно. Я буду готов. Да. Гордость с тобой общаться. Все смотрят на нас. И я думаю, мы правильный пример показываем многим, что мы не имеем никаких претензий друг к другу в том плане, что там, какие-то трестоки или негативные слова, мы наоборот друг друга поддерживаем, чтобы люди знали, что спорт это посол мира, что спорт это мир, спорт объединяет, в спорте нет такого, чтобы друг друга ненавидели. Наоборот, как я стал спортсменом, я стал бороться в разных странах, и у меня по всему миру есть братские, борцовская семья своя, и по всему миру у меня есть знакомые, братья, и это очень дорого стоит для меня, так как спорт всегда объединяет, в спорте нету такого, чтобы без трестока или без негатива невозможно. Это наоборот, это, я думаю, для нас это не самое то, чтобы мы украшали этим, что мы, в принципе, можем без трестока обойтись, да? Да, все правильно, очень хорошие слова. У нас, да, мы должны уважать друг друга, чтобы люди понимали, что это самое важное. Уважение – это самое важное. Вне зависимости от того, что мы соперники, или мы друг друга знаем или не знаем. Самое главное – уважение и оставаться человеком, да? Мужчина, все правильно, хорошие слова, все правильно. Давай на этой ноте мы скажем, да, главные слова нашим болельщикам, всем, кто следит. Большое-большое спасибо, потому что вот сила нашего мероприятия, нашей схватки, вот именно вот в этой аудитории, болельщики, дети, которые наблюдают за нами. Поэтому большое всем спасибо, большое спасибо сегодня, кто с нами был. Самые главные новости впереди. Я скажу, что Акжола мы ждем в России, потом я приеду в Бишкек, и это не просто будет приезд, это будет встреча со всеми любителями борьбы, со всеми. Пресс-конференцию мы обязательно сделаем, да, брат? Пресс-конференцию и всех пригласим, всех, которые пожелают, вне зависимости от журналистов, родителей, спортсменов, любителей борьбы, все могут присутствовать в нашей пресс-конференции. Да, поэтому спасибо всем большое за поддержку. И идем только вперед, будем подпитывать историю схватки. Вот, чем ближе схватка будет подходить, тем больше будет постов, сторисов, да, И будем выходить периодически в прямой эфир в Москве, обязательно выйдем в прямой эфир, пообщаемся с нашими болельщиками, с теми людьми, кто следит за вот этой историей, следит вообще, в принципе, за нашей карьерой. Вот еще раз большое всем спасибо. Акжол, тебе отдельное спасибо. Ты воин, ты лев, и я счастлив, что вот я тоже вышел в своей карьере вот на такой масштаб, на котором могу выбирать, так сказать, не то что выбирать, а так судьба меня столкнула сделать схватку с тобой, и сегодня мы с тобой являемся лучшими борцами, ну, как показывает соревнование, не то, что мы не скромные, а то, что показывает результаты. Я стал чемпионом мира, ты стал призером Олимпиады. И я благодарен судьбе, что у нас есть возможность выйти на ковер и показать хорошую боевую встречу. Да, Рома, я тоже думаю, будет неправильно, если не выскажешь на кыргызском, на родном языке, потому что многие тоже за мной наблюдают. Вполне возможно, что некоторые из них не понимают на русском, даже в том плане, и я так нехорошо
владею русским языком, то я хотел бы обратиться всем моим фанатам, всем моим землякам на кыргызском языке, если ты не будешь против. Ты что, наоборот, с удовольствием. Assalamu alaikum, урматтуу биздин мекендештер, урматтуу спорт көрөрмандары, спорт сүйүүчүлөрү. Кудай буйруса, агайлар менен кеңешип атабыз. Федерация менен ошол эле учурда баарыбыз кудай буйруса бир чоң планда чогулуп туруп, бул схватканы уюштурабыз. Бул схватканы колдон келишинче Бишкекке алып келген аракет кылабыз. Бул схватка кудай буйруса Бишкекте өтөт. Силердин мага болгон колдооңор, силердин мага болгон ишенимиңер мен үчүн өтө жогору турат. Бул нерсе мен тренировка кылгандан дагы мага мен өзүм жакшы сезгенден дагы силердин мага болгон колдооңор, силердин мага болгон ишенимиңер эң жогору турат, эң главный ролду ошо ойнойт. Ошондуктан мен силердин колдооңорду суранып турат элем. Мен колдоо кылам, мен силерге кудай буйруса схватканы дагы Романы да Бишкекке алып келип, кудай буйруса Кыргыздын намысын коргоп, Кыргыздын ошол жерде желегин, гимн ойноткону мен толук кандуу даярдам. Силерден болгон поддержка, силер мага ишенип тургула, менден үмүтүңөрдү үзбөгүлө. Мен ар дайым мени колдогула. Мен кудай буйруса силердин ишеничиңерди актайм. Рома, я сказал, что мои фанаты, мои болельщики, моя родина, это играет очень важную роль. Я попросил, чтобы они поддерживали, попросил, что это для меня очень главную роль играет на пути к этой схватке. Так что, я думаю, многое зависит от фанатов. Если много болельщиков, много людей, которые хотят увидеть твою победу, это очень вдохновляет. И для меня это играет очень важную роль. Так что я всех попросил, чтобы они меня поддерживали. Мужчина будут поддерживать. И так как в Киргизии вот практически мало где болеет. На самом деле борьба сегодня в Киргизии это национальный вид спорта, это территория борьбы. И да, тоже получаю огромное количество поддержки от братьев. Я еще раз хочу поблагодарить всех, сказать, что это братский народ, который особое место занимает в моем сердце. Киргизия, Иссыкуль, Бишкек это братские места и дорогие места. Поэтому еще раз большое спасибо. Акжол, мы теперь в России, мы готовимся к твоему приезду. Все будет на высшем уровне. И готовлюсь к схватке. Я знаю, что я на сборах, в горах, я тренируюсь каждый день. Еще одно хочу сказать, Рома. Сегодня ты отдыхал целый день, я это знаю, брат. А ты знаешь, что я не отдыхал сегодня. У тебя есть выходной, у меня нету. Один день в неделю я отдыхаю. Один день в неделю. Но все остальные, я дважды в день тренируюсь, поэтому я думаю, что ты не тренируешься, как я. Ты приедешь в январе, и ты поймешь, что ты тренируешься меньше, чем я. Нет, брат, ты ошибаешься. Если мы зайдем на ковер, я никогда не сдамся. Понимаешь, у меня такой принцип есть. Если даже мы станем на беговую дорожку, ты сдашься или же я умру. Я понял, Мухаммед Али, красава. Я тоже беру пример с него, и я тоже умру, но не дам заднюю. И на дорожке, и на ковре, и кросс. Вот что бы ни было, мы с тобой, мне кажется, похожи по своему внутреннему содержанию, по своим каким-то вот такой мотивации хорошей, жизненной. Поэтому я думаю, что особо будет интересно потренироваться с тобой. И еще раз, брат, от души тебе, мой брат, братский народ Киргизии. Мы скоро встретимся, и мы будем максимально открыты, и будем в курсе держать всех наших событий с Акжолом. Акжол, мы тебя ждем в России. Спасибо, это очень приятно. На этом мы, наверное, завершаем, да, наш прямой эфир? Да, мы завершаем очень прямой эфир еще. Рома. Всегда рад слышать тебя, видеть тебя, и я на связи, 24 на 7. Да, январь Москва, апрель-май Бишкек. Договорились? Май, к концу мая, я думаю, схватка будет. Май, да. Потому что мы будем бороться вечером, и будет чуть-чуть прохладно, чтобы не было нам холодно. Я думаю, к концу мая будет очень хорошая дата будет. Хорошо, Влад, еще раз спасибо тебе большое. У нас ужин как раз, ты знаешь, на сборах режим дня, поэтому у вас, по-моему, уже 11 10 часов. Режим. Да, тоже важно, не будем
откланиваться, так сказать, от режима. Еще раз, брат, спасибо тебе большое. Спасибо всем болельщикам. Сегодня достаточно большая у нас аудитория. У меня впервые такая история. И еще раз спасибо всем большое. Приятно, что... Спасибо, брат. Приятного аппетита. Всем, кстати, салам. Гоги, тренеру тоже салам передайте обязательно. Все, Гоги Бурмановичу, да? Да. Обязательно. Обязательно передам, брат. Обязательно. Да. Ладно, всего доброго. Спасибо, брат. Все, обнял тебя, обнял. Взаимно. Все, всех благ, обнял.